Переход к водосбережению в Центральной Азии является безальтернативным вариантом. Об этом на круглом столе говорили эксперты, экологи и представители госорганов. Необходимость перехода вызвана не только климатическими изменениями, ростом потребностей в воде, но и ожидаемым сокращением поступления речного стока Амударьи и Сырдарьи. Касаясь темы ледников, секретарь Совбеза отметил, за последние 50 лет площадь ледников в регионе сократилась более чем на 1000 квадратных километров. Относительно стран Центральной Азии. Аналитики Всемирного банка прогнозируют, что к 50 году на фоне роста населения в Центральной Азии до 90 миллионов человек ожидается дефицит воды до 25-30% от нынешнего. При этом потребность в водных ресурсах, используемых для земледелия, может возрасти уже на 30 году, уже в ближайшие 5-6 лет. Недостаток пресной воды из-за изменения климата и неэффективного управления водными ресурсами создает существенные вызовы для стран Центральной Азии. Одним из главных причин является нерациональное использование воды. Эксперт отмечает, что с такими темпами водный ресурс сократится в разы за несколько десятилетий. Воду как ресурс или как ценность, как национальную ценность, мы должны ее оценить. В соседних государствах, в Узбекистане и Казахстане вода оценена. То есть потребители платят за кубометр, а у нас в Кыргызстане платятся только за услуги доставки, там мизерные суммы, а цены нет. Мы не можем ее сегодня оценить, поскольку нет для этого таких условий, мы не можем сохранить воду. Для того, чтобы ее оценить, мы должны ее аккумулировать. В последнее время влияние глобального изменения климата остро ощущается в странах Центральной Азии, особенно в текущем году. Засуха и нехватка воды привели к сокращению посевов сельхозпродукции и падежу скота не только в Казахстане и Узбекистане, но и в Кыргызстане. В целом такая ситуация несет огромные риски для стран региона, в том числе с точки зрения продовольственной безопасности. У нас есть тренды повышения температуры, которые вызывают таяние ледников, соответственно. И нам необходимо вырабатывать прежде всего соответствующую политику адаптации. Сейчас весь мир идет именно по адаптации. И это особенно актуально для нашего региона, поскольку мы находимся в аридной зоне, в центре Евразии. У нас тренды повышения температуры идут быстрее, чем в среднем по планете. Соответственно, вот этот эффект, негативный эффект от воздействия изменения климата идет быстрее, чем в других регионах мира. Поэтому нам приоритетное внимание правительства должно быть именно к вопросам климата, изменения климата, воды и экологии в целом. По мнению экспертов, страны Центральной Азии по многим критериям, в том числе по критериям уязвимости климата и наличию воды и водообеспеченности, относятся к одним из самых уязвимых. На это влияет ряд факторов, одним из которых является неэффективное использование воды. В этом плане Центральная Азия в мировых рейтингах, к сожалению, занимает самые низкие показатели. Эрмек Куренкеев, Бекзат Мешрапов, ЛТР Бишкек.